моей съемки в руки камеру я взяла в Самашке. Первый раз я взяла тогда камеру в руки. Это был мой первый путь в журналистику. А таких женщин, как вы, много было? Я одна была. А здесь оператор много погиб? Да, много. Естественно, это, вы знаете, так называемые фильтрационные лагеря. Мне всегда приходилось через посты прятать камеру в хозяйственной сумке, обертывать в разные вещи женские. Вот так я через посты проходила всю войну. Вас не арестовали? Ну, это было в начале войны, в Галюгаевском. И так все обходило. Бывали инциденты разные. Здесь, когда мирные переговоры были, ломали камеру, выворачивали руку, но это было, когда мирный процесс шел в то время. Самые опасные, трудно сказать, все пути, по-моему, были опасны, но для меня самый трагический момент это были апрель 95-й год в Самашке, когда варвары в русской форме издевались над мирными людьми. Помогите вытащить эту женщину оттуда. Я видела растерзанных детей, женщин, стариков, над которыми изгалялись русские солдаты. Кошмары, это было после Самашки. Первый, когда вот я увидела воочию своими глазами вот этих женщин и глаза этих стариков, и после Первомайска, но это недолго. У меня это может быть высокомерно, может быть высокопарно, но абсолютно у меня было отсутствие всякого страха. У меня была одна ненависть к врагу, который издевается над нашими детьми, женщинами, топчет мою землю. У вас ничего не случилось? Не ранили вам? Но ранили? Тяжело? Нет, легкое. На войне это как царапина. А что у вас случилось? Пуля попала? Нет, осколки. Здесь и вот здесь осколки. И сколько одна цена стоит? 20. 20 по 25. Сколько кассет вы продаете в день? Тут 15-20. А какие такие самые интересные? В конце августа, 6 августа 96-го, а 95-м начало штурм Грозного, 94-95. В принципе, если люди смотрят, я хорошо отношусь на то, что продаются. Это меня коробит, конечно, потому что если не продаются, для меня это кровь тех ребят, которые погибли рядом со мной. Я видела смерть. Для меня это тяжело видеть, но дело в том, что этот шлейф идет за мной, как будто я их продаю. Но у меня чистая совесть. Я могу с чистой совестью взглянуть любому в глаза и сказать, что я никогда в жизни ни одну кассету не продала. Сейчас я снимаю, вот, примерно сегодняшний день, это история тоже моего народа. Я считаю, что каждый момент мы живем в исторической эпохе, и мы должны для потомков оставить что-то после себя. Я думаю, мирные переговоры, все, что можно снимать для архива, я снимаю.
Я как гражданин, патриот своей отчизны, я тоже должна была делать что-то для своего народа, когда оккупанты ступили на мою землю. Так что молитесь, молитесь, господа, и да простит